Здравствуйте! Сегодня вы в гостях в Доме народного творчества деревни Непряха. Издавна наша деревня считалась деревней, где жили одни гончары. И вот эту традицию мы сейчас возрождаем. Новогодние мероприятия будут проходить с 19 декабря по 10 января. Ждем вас! Всем привет! Сегодня мы с Супер Удмуртией находимся в Сарапульском районе, в деревне Непряха. К вам можно приехать на мастер-класс. Что вы предлагаете сделать гостям своим? Ну, для маленьких гостей мы можем предложить пластовые или жгутовую лепку. То есть лепится пласт, делается, вырезаются какие-то фигурки и изготавливается какое-то изделие именно для детей. Для более взрослых мы можем предложить мастер-класс на гончарном круге, где вы можете сделать небольшую крынку или ложку на ваше желание. То есть можно прям посидеть, пальчиками все это попробовать, как глина поддается, потом слепить обратно в комок и снова сделать из нее что-то другое. Можно посидеть, можно полепить. Так что приезжайте, мы будем рады вас видеть. Очень здорово. А что мы сегодня с вами будем делать? Сегодня мы с вами можем слепить небольшую чашечку из глины на гончарном круге. А маленькие ребята могут у нас полепить пластовым способом, то есть слепить нашего новогоднего бычка. Здорово. То есть вот такая маленькая штучка получится, да, в итоге? Подвеска. Игрушка на елку. Ну что, идемте пробовать, знакомиться с глиной вашей? Пойдемте. Ага, надо чуть посильнее, да? Да, но только надо теперь изделие обнять. Ага. И вот его Прям поддавливать, да? Ну что, Ирин, расскажи, что у тебя получилось? У меня получился отличный бык, классный символ нового 2021 года. Он получился очень красивый, я старательно его делала. Очень надеюсь, что мы с ним подружимся в 2021 году. Хотите такого же, приезжайте сюда. Спасибо большое, Ирин. Еще 7 дней на обжиг. Ну, как раз до Нового года успеет и высохнуть, мы его обожгем и повесите к себе на елочку. Или подарите. Да, действительно, еще нужно дырочку сделать для веревочки. Для веревочки. Спасибо, было очень интересно. На самом деле, впервые мы лепили, занимались глиной, много чего узнали. Здесь действительно классно и интересно. Сюда стоит приехать, научиться, поучиться и сделать себе быка. Или какую-то другую классную историю. Спасибо. Да, кстати, пока сюда едешь, тут можно полюбоваться еще и природой, обалденной просто. Поэтому стоит действительно. История про фототочки, фотолокации, подборки, где как можно Очень полюбоваться, классно. потому что пока мы ехали сюда 1,5 часа, действительно там очень много разных красот. Тем более, еще солнца не было, пока поехали, начало потом выходить попозже. Но даже без него фантастический просто вид, природа, очень много мест. Поэтому, ребята, приезжайте, мы рекомендуем, здесь очень классно, интересно.